Здравствуйте, это новости Татарстана. О событиях дня расскажем прямо сейчас. В студии работает Алия Хайрудинова. Участникам драки на Ноксинском спуске избрали меру пресечения. Раскаиваюсь, содеянно. Из зала суда Рамиль Шайдуллин. Железнодорожный переезд – зона повышенной опасности. Напоминая о необходимости неукоснительного соблюдения правил дорожного движения при пересечении железнодорожных переездов, хотел бы вам вручить демонстративный материал. В Казани сегодня провели рейд «Остановись до переезда». Подробнее в репортаже Вероники Гайнутдиновой. Сегодня день русского языка. Какой лицей получил имя Пушкина, где открыли памятник поэту, и кто нес цветы к монументу в Казани. И долго буду тем любезен я народу, что чувства добрые я лирой пробуждал. Подробнее в материале с Ириной Васильевой. Следственный комитет по Татарстану возбудил уголовное дело после травмирования ребенка в Чистополе. На улице Ленина 4-летняя девочка упала в канализационный колодец. Как оказалось, она наступила на металлическую крышку люка, которая раскололась пополам. С закрытой черепно-мозговой травмой ее доставили в ЦРБ, позже перевезли в ДРКБ. Врачи детской республиканской клиники оценивают ее состояние как тяжелое, но стабильное. Оказывают всю необходимую помощь. Идет следствие. Дело возбуждено по статье «Халатность». Кому принадлежит люк? Кто проводил ремонт системы водоснабжения? На эти вопросы ответ дал глава Чистопольского района. На улице Ленина проводятся работы по реконструкции сетей водоснабжения и водоотведения. Работы проводит предприятие «Мензелинская ПМК мелиорации». Колодец водоотведения возле 79-го дома по улице Ленина был построен и подключен к сетям водоотведения в 2023 году. При обходе сотрудниками администрации 1 июня колодец был закрыт крышкой люка. Обращений или иных сообщений о том, что на данном участке сломана или отсутствует крышка люка канализации, в адрес администрации не поступало. Ситуация будет тщательно расследована. Семье пострадавшей девочки будет оказано всяческое содействие. Буду держать ее на личном строгом контроле. Сегодня в Казани арестовали 3 участников смертельной драки на Ноксинском спуске. Ближайшие 2 месяца они проведут в СИЗО. Мы рассказывали, как ночью 4 июня произошла массовая драка в Азино. В результате 29-летний мужчина погиб. На следующий день полиция задержала 3 подозреваемых в убийстве. Это ранее судимые мужчины. Им сегодня избрали меру пресечения в Советском суде столицы. Репортаж Рамиля Шайдуллина. На его лице маска, а взгляд устремлен в пол. Сегодня в этом скромном человеке сложно увидеть участника ночной драки на Ноксинском спуске. Он признался, был среди тех, кто устроил потасовку, в результате которой скончался 29-летний парень. Хотелось бы домашний арест. Все лучше. Раскаиваюсь. Содеянно. На этих кадрах видно, как сидящие на лавке компании подходит группа мужчин. В руках одного из них что-то похожее на металлическую трубу. Завязывается драка, одного с разбегу сбивают с ног, затем бьют. Среди тех, кто напал, был и второй задержанный, 24-летний Вячеслав Парыгин. Как и его подельник, он ранее судим. Уроженец Чистополя проживает в Казани. Его задержали последним, поэтому сегодня, еще до истечения 2 суток с момента задержания, в зал суда ввели в наручниках. Возражаю. Возражаете против участия представителей средств массовой информации? Возражаю. Обвиняемый категорически не хочет, чтобы его снимали, но заседание открытое. Как здесь выяснилось, все 3 задержанных живут в одной квартире. Нигде официально не работают, не женаты. Готовы сотрудничать со следствием и просят домашний арест. Раскаиваюсь. Прошу подписку о невыезде. Затем в зал заводят 3-го задержанного, Резвона Кузнецова. У него непогашенная судимость. Уверяет, скрываться не будет. Следствие уверено, он сможет сбежать и оказать давление на участников процесса. Гособвинение просит отправить всех 3 в СИЗО на 2 месяца. Так как Кузнецов не имеет постоянной регистрации на территории города Казани, ранее судим. Суд выносит решение всех отправить в изолятор до 4 августа. Суд ходатайство следователя удовлетворил. Всем 3 вменяется статья «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Максимальное наказание до 15 лет лишения свободы. Остальные участники драки пока в розыске. Рамиль Шайдуллин, Владимир Гульянов, ТНВ, Казань.
начала года на железнодорожных переездах Горьковской магистрали произошло 3 ДТП. Погибли 2 человека, 4 пострадали. Во всех случаях виноваты водители. Они нарушают правила движения и пытаются проехать на запрещающие сигналы. Сегодня Международный день привлечения внимания к железнодорожным переездам. Чтобы избежать трагедий на путях, прошел рейд «Остановись до переезда». Вероника Гайнуддинова продолжит. 29 марта. 26-летняя девушка за рулем выехала на ЖД-переезд на запрещающий сигнал в Дербышках. Машина столкнулась с грузовым поездом. 17-летний парень погиб на месте. В начале апреля в больнице скончался второй пассажир этой легковушки. Подъезжая к железнодорожному переезду, поезд всегда подает сигнал, чтобы привлечь внимание. В случае угрозы столкновения машинист применяет экстренное торможение. Однако составы весят несколько тысяч тонн, и чтобы полностью остановиться, нужны сотни метров. В интернете видела очень много случаев, да, не только в Казани, в других регионах. Естественно, несоблюдение правил дорожного движения на ЖД-переездах может привести к очень плачевным, самым ужасным последствиям. Постоянно езжу, мы там тут работа, и всегда соблюдаем правила переезда. Тут семафоры, эти шлагбаумы. Убедиться в безопасности. Если уже сигнал прозвучал, значит, надо стоять. Ехать нельзя. Железнодорожный переезд – зона повышенной опасности. Об этом сегодня напомнили водителям сотрудники транспортной прокуратуры, госавтоинспекции и РЖД. Чтобы избежать трагедии, проводят совместные рейды «Остановись до переезда». Раздают памятки и просят быть внимательными, особенно на нерегулируемых участках. Татарская транспортная прокуратура напоминает о необходимости неукоснительного соблюдения мер личной безопасности, а также правил дорожного движения при пересечении железнодорожных переездов. Уважаемые автовладельцы, помните, что от ваших необдуманных действий могут наступить самые негативные последствия. С начала этого года на ЖД-переездах произошло 3 ДТП. В них погибли 2 человека и 4 пострадали. Причина элементарного соблюдения правил дорожного движения: выезжают на запрещающий сигнал светофора, невнимательность. Быть предельно осторожными. Вот это основное. 1 июня в Арском районе 3 подростков на мотоциклах попали под товарный поезд. Они выехали на запрещающий сигнал. Все получили травмы. Сегодня требует особого внимания это дети, те, которые получили возможность передвигаться по автомобильной дороге на скутерах, на мопедах. Сегодня эти дети, они еще не готовы к восприятию опасности, которая на железнодорожном переезде может произойти. В Казанском регионе 200 железнодорожных переездов. Это один из самых безопасных и оборудованных железнодорожных переездов. Здесь 3 системы защиты. Это шлагбаум, устройство заграждения, то есть барьеры-автоматы, и круглосуточно находится дежурный. Система полностью автоматизирована, человеческий фактор исключен. На этом переезде, когда поезд приближается, движение машинам перекрывает специальное устройство. Но не везде так, поэтому водителям нужно быть внимательными и соблюдать ПДД. Вероника Гайнуддинова, Лисан Саитова, ТНВ, Казань. Тема сотрудничества со странами БРИКС сегодня звучала на полях Питерского международного экономического форума. Сегодня с самого утра здесь идет деловая программа. Татарстан во главе с Рустамом Миннихановым представляет солидная делегация. Раис республики весь день вел насыщенные переговоры со своими коллегами-губернаторами, также руководителями крупнейших компаний. Как заранее анонсировал Кремль, в эти дни наша делегация проведет порядка 30 встреч и подпишет соглашения. Первые уже заключены. Все эти дни в Санкт-Петербурге работает съемочная группа Дины Газалеевой. Смотрим ее репортаж. Уже в 27-й раз Санкт-Петербург стал местом встречи для деловых людей со всего мира. Организаторы Международного экономического форума с гордостью заявляют, что впервые после пандемии вышли на прежний уровень по количеству участников. Большой интерес к локации проявляет китайская сторона, арабский мир, индийская сторона. Но самое главное, широко представлены российские регионы. Вот это общее взаимодействие над будущими точками роста, конечно, как настоящий теплый летний дождь для новых проектов. Один из главных элементов рассказа о себе – это, конечно, стенд. У татарстанцев есть и земной шар, и информация о предприятиях республики, и даже 2-й этаж – специальная зона для деловых переговоров. Акцент не столько на красочное оформление, сколько на удобство работы в деловой локации. Весь день на стенде республики кипит жизнь.
Утро начинается с переговоров с делегацией Хакасии. Точек соприкосновения масса. Готовы работать по всем направлениям. Вот, в рамках наших контактов, конечно же, это запчасти КАМАЗа, топливо, шины, удобрения, продукты питания, лекарства, медицинское оборудование, моющие средства. У нас вот Нефис очень хороший. Да. Направление для поставок есть. Опыт Татарстана в развитии своих промышленных зон регион уже использует. Готов продолжать. Подписывают план мероприятий по реализации соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве. Соглашение о взаимном сотрудничестве, подписанное сегодня и открывшее многочисленный сет подписаний в помощь процессу. У нас активно идет обмен и в научной сфере, в культурной, тем более наши республики, они действительно братские, много общего и в традициях, и обычаях, и языки очень похожи. Поэтому, с одной стороны, подвели итоги и наметили точки дальнейшего взаимодействия и развития. К тому же в Хакасии в дикой природе водится снежный барс, и даже гербы наших республик похожи. И есть общий интерес по взаимодействию с Китаем. Сегодня в целом международный трек в активе. Посол Индии в Российской Федерации тоже посетил стенд республики и вместе с Рустамом Миннихановым наметил план работы по активизации взаимных связей. В частности, говорили о возможном строительстве в Татарстане фармацевтических заводов и расширении сотрудничества в сфере образования. Есть также потенциал для увеличения двусторонней торговли в части особенно закупа сельскохозяйственной техники, автомобильной техники, автокомпонентов, запасных частей. И уже готовую продукцию пищевой переработки, связанную с мясным сектором и с молочкой. Татарстанцы уверены, у деловых контактов с Индией большое будущее. На сегодняшний день у нас в вузах нашей республики обучается 996 студентов из Индии. Из них 858 это в медицинском университете, 129 в Казанском федеральном. 5 студентов в Иннополисе, 1 студент в КАИ. Так получается. Поэтому задача очень серьезная. Я думаю, у нас интерес огромный, и со стороны посла тоже об этом было сказано. В дальнейшем мы обязательно продолжим. У нас есть хорошая республиканская программа «Малгарыш», и в рамках этой программы наши студенты тоже будут проходить стажировку в Индии. И сегодняшняя встреча, она очень полезная, очень серьезная, и я думаю, у нас расширяем границы. О том, что лифтом для многих проектов становится детальное проговаривание деталей и инициатива, тоже говорили сегодня. Год назад делегация республики побывала в Египте. Как оказалось, этот рынок для сбыта товаров из Татарстана очень большой. Финансирование есть, but the technology and the know-how and но технологии, the license, okay, оборудование. We need someone to come with us in this area. Нам нужно сотрудничество в этой сфере. Я вот пример привел по объему по полистиролу, но у нас там не только полистирол, там много чего еще нужно. To start this business. То есть мы открыты к запуску новых бизнесов. Фигуристка и настоящий друг Республики Татарстан Алина Загитова. Ура! Украшением сегодняшнего дня стала церемония, организованная Министерством спорта России совместно с республикой. Олимпийская чемпионка Алина Загитова и легендарный боксер Александр Поветкин стали послами игр БРИКС. 27 видов спорта, поэтому я считаю, что колоссальный интерес вызвали эти игры. Конечно, как фигуристка, как человек из зимнего вида спорта, для меня было бы интересно дальнейшее развитие зимних видов спорта на играх БРИКС. Большое спасибо правительству Республики Татарстан за оказанное доверие. Я не подведу. Ну а завтра Петербургский международный экономический форум продолжит свою работу. Дина Газалиева, Александр Ярошов, Дмитрий Шилов, ТНВ, Санкт-Петербург. Сегодня на полях Петербургского экономического форума Рустам Минниханов провел еще несколько переговоров и встреч, в том числе и международные. Обсуждали вопросы от инновационных технологий до запуска новых производств, о чем уже договорились с партнерами в обзоре Алены Струминской.
Товарооборот между Татарстаном и Египтом вырос в 8 раз. Он достиг 217 миллионов долларов. Об этом говорил Рустам Минниханов на встрече с министром торговли и промышленности Египта Ахмедом Самиром. Татарстан заинтересован в увеличении поставок нефтехимической и машиностроительной продукции, автомобильных шин, компрессоров и сельхозтоваров. Он пригласил посетить Татарстан, чтобы на примере конкретных предприятий изучить промышленный потенциал. В этом году у нас большое событие. У нас будет саммит глав государств. Активно ищем партнеров в исламском мире. Еще одна встреча с иностранными партнерами. Рустам Минниханов провел переговоры с губернатором китайской провинции Ляонин Ли Личеном. Товарооборот между Татарстаном и Китаем за год вырос в 2 раза и превысил 3 миллиарда долларов. Рустам Минниханов отметил, в последние годы российско-китайские отношения достигли беспрецедентного уровня. Татарстан, как один из ведущих регионов, активно в этом участвует. Так, в прошлом году в Казани прошел бизнес-форум «Ростки». Рустам Минниханов пригласил делегацию Ляонина посетить его и в этом году. Еще одна встреча прошла с главой Гагаузии Евгенией Гуцул. Раис отметил, что у Татарстана и Гагаузии общие исторические и культурные корни, и важно продолжать контакты. Еще одна встреча на полях Петербургского экономического форума состоялась с губернатором Томской области Владимиром Мазуром. Татарстан готов поставлять в регион самосвалы и технику для нефтегазодобывающего комплекса и лесовоза. Товарооборот почти 2 миллиарда рублей. Мы поставляем в Томскую область грузовые автомобили, упаковочную и шинную продукцию, медицинское оборудование и лекарства. Томская область – единственный регион Сибирского федерального округа, который представил региональную экспозицию на Казан-форуме. Еще одна встреча прошла с руководителем государственной лизинговой компании Евгением Дитрихом. Обсудили межрегиональные водные маршруты и приобретение автобусов отдельного класса для Казани и набережных Челнов. В завершение встречи подписали соглашение. Рустам Минниханов встретился с гендиректором НТехлаб Алексеем Поломарчуком. Компания работает с нашей республикой с 2018 года. Сотрудничество построено в области обеспечения безопасности и видеоаналитики. Вопросы сотрудничества Рустам Минниханов обсудил с новым главой Росморречфлота Андреем Тарасенко. Речь шла об обновлении причальной инфраструктуры в Татарстане и поддержке перевозчиков и судостроителей. Андрей Тарасенко сообщил о планах создать хаб на воде, чтобы произведенный товар можно было завезти на порт и разгрузить по реке. Рустам Минниханов проект поддержал. Алена Струминская, Марат Хусейнов, ТНВ, Санкт-Петербург. В Госдуму внесли законопроект об отказе от ЕГЭ. Почему депутаты считают, что единый госэкзамен оторван от школьной программы и требует значительных финансовых затрат от родителей? Читайте в интернет-газете «Реальное время». Счетная палата республики выявила нарушение почти на 4 миллиарда рублей. 3000 молодых семей не могут получить жилье. Татарстан потеряет миллиард, если состоится федеральная налоговая реформа. Эти и другие вопросы сегодня подняли на сессии Госсовета республики. Одно из самых долгих для депутатов этого созыва. Обсуждения заняли около 6 часов. Сегодня же парламентарии утвердили дату осенних выборов в Госсовет. Рамиль Галиуллин о самом главном. Повестка дня сегодняшней сессии получилась довольно объемной. В нее вошли 29 вопросов, в том числе 16 республиканских и 5 федеральных законопроектов. Одной из важнейших тем стало назначение выборов депутатов Госсовета 7-го созыва. Как сегодня решили парламентарии, единый день голосования будет 8 сентября, во второе воскресенье месяца. Согласно требованиям избирательного законодательства, статья 87, решение о назначении выборов должно быть принято не ранее, чем за 100 дней и не позднее, чем за 90 дней до дня голосования. Осенью избирателям предстоит выбрать 100 депутатов. Выборы состоятся по смешанной системе. 50 депутатов будут избираться в одномандатных округах и 50 депутатов по партийным спискам. В повестку дня также вошел отчет о деятельности Счетной палаты республики за прошлый год. После проведенных проверок ведомство выявило нарушение почти на 4,5 миллиарда рублей. К ответственности привлекли 90 должностных лиц. В Счетной палате подчеркнули, структура нарушений из года в год существенно не меняется. Это непринятие мер по вовлечению в хозяйственный оборот государственного, муниципального имущества, передача его в пользование третьим лицам без оформления правоустанавливающих документов, несоблюдение требований к ведению бухгалтерского учета, составления отчетности, нарушение при использовании средств финансовой помощи, нарушение при осуществлении государственных муниципальных закупок. Фарид Мухаммедшин поручил усилить контроль за расходом средств, чтобы изменить ситуацию. Не убедил, ладно.
Значит, надо какие-то меры принимать раз из года в год, повторяющиеся. Хорошо, если это только ошибки. Хуже, если это преступная какая-то деятельность, осмысленная афера. О реализации молодежной политики рассказал профильный министр. По словам Рената Садыкова, в республике ремонтируют и строят немало молодежных объектов, но работы еще много. В том числе обеспечение кадрами этих учреждений и поддержка молодых семей. Сохраняется проблема большой очередности. На конец 2023 года число таких семей было более 3000. И, пользуясь трибуной, в целях сокращения этой очереди, просим вас, уважаемые депутаты, рассмотреть возможность увеличения расходных обязательств в проекте бюджета на 2025 и последующие годы. Тема вызвала бурное обсуждение у депутатов. Сколько денег нужно и потребности какого количества молодых семей в год позволят эти средства удовлетворить? В нулевых годах этот закон позволял обеспечить жильем порядка 300-400 семей в год. Сегодня мы просим дополнительное финансирование, чтобы как минимум выйти на цифру в 100 семей в год. Ильшат Аминов поинтересовался, как обстоят дела у молодежи с изучением родного языка. Комиссию, которую возглавляет Марат Гулович Ахметов, она ежегодно поддерживает, в том числе и финансово, те проекты, которые направлены на развитие татарского языка, татарской культуры, и не только татарского, но и тех всех народов, которые проживают в нашей республике. Депутат Эдуард Шарафиев попросил оказывать психологическую и моральную поддержку детям участников СВО. Он также рекомендовал проводить профилактическую работу среди несовершеннолетних, которые рискуют быть втянутыми в экстремизм. Вот сейчас в Верховном суде Республики Татарстан рассматривается дело по поджогу релейных шкафов железнодорожных. Тоже наши дети, подростки, несовершеннолетние, оказываются втянуты в экстремистскую деятельность. Мы эти программы содержательно будем в этом году пересматривать. Если вот вы тоже подключитесь к этому, мы будем только рады. По словам Фарида Мухаммедшина, в нашей республике имеется хорошая база для развития молодежи. Это не какой-то отшибочный, там далеко идущий субъект, где есть все. Прекрасные педагогические коллективы в школах, Николай Николаевич. В школах, в вузах республики. Профессию можно выбрать. Трудоустроиться можно. С заводов, фабрик. Многовекторная экономика. Все есть. Тут нужна конкретная работа вот с этими группами, которые себя называют неформалами. Обсудили депутаты и предстоящую налоговую реформу. Она может вступить в силу со следующего года. Согласно регламенту, регионы вносят поправки в законопроект. Татарстан собирается воспользоваться этой возможностью. Примерные потери республики из-за упрощенной системы налогообложения оцениваются в 1 миллиард рублей. Мы предлагаем оставить те ставки такие же, как в этом году, которые, говорим конкретно, 8 и 20. Она касается не только Татарстана, наша законодательная инициатива, она касается абсолютное большинство субъектов Российской Федерации. В рамках правительственного часа выступил Иван Гущин. Он отметил, сегодня на государственной охране находится почти 6 тысяч объектов культурного наследия. Ежегодно на работу комитета выделяется порядка 4 миллиардов рублей. За последние годы удалось восстановить десятки памятников по всей республике. Подробно депутаты остановились на реконструкции музея Ленина в селе Ленина-Кокушкино. 2 года назад во флигеле усадьбы случился пожар, но работы по реставрации не начаты до сих пор. Там прекрасный была усадьба того времени, прекрасные экспонаты. Я прошу вас взять на контроль. Объект мы разобрали, мы выдали разрешение подрядной организации, которая сегодня будет воссоздавать сгоревший флигель. Средства на это выделены на проектирование, до проектирования порядка 8 миллионов рублей. Еще одно решение, которое приняли сегодня. Полномочия депутатов начнут прекращать досрочно в случае признания их иноагентами. Законопроект парламентарии поддержали единогласно. Эта сессия продлилась около 6 часов. В последний раз в нынешнем составе депутаты соберутся в начале июля. Рамиль Галиуллин, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. Сегодня в нашей стране отмечается День русского языка и 225-летие со дня рождения великого поэта Александра Сергеевича Пушкина. Татарстанцев поздравил Рустам Минниханов. Он отметил, русский язык – уникальное достояние всего человечества. Благодаря ему удается сохранить и передать следующим поколениям самобытность русского народа, а также духовно-нравственные ценности, богатство и красоту культуры всех национальностей России. Бессмертное наследие Александра Пушкина отличается неисчерпаемой многогранностью. Он символ силы, мощи, высокой духовности
духовности и безграничности русского мира, говорится в обращении Рустама Минниханова. День русского языка в Казани традиционно начался с возложения цветов к памятнику Александру Пушкину. Корзину красных роз к подножию монумента великого поэта несли Минтимер Шаймиев и Фарид Мухаммедшин. К торжественной церемонии присоединились общественные деятели, творческая интеллигенция республики. Здесь же студенты и школьники, депутаты и чиновники. Пушкин объединил все поколения в свой день рождения. У оперного театра развернулся большой праздник поэзии. Стихи гения русской словесности читал и стар, и млад. И долго буду тем любезен я народу, что чувства добрые я лирой пробуждал. Слова Габдулла-Тукая, тоже великого классика. Я, говорит, стремлюсь к ним, чтобы каким-то образом подойти поближе, значит, Пушкину и Лермонтову. Это его слова. Мы должны еще больше, как говорится, сделать возможное, чтобы увековечить память об этих великих созидателях. Такие личности рождаются нечасто. И наша задача знать, помнить и передавать из поколения в поколение его труды, его мысли, его чаяния. Не зарастет пусть тропа таким достойным гражданам, людям, внесшим огромный вклад в развитие нашей страны. Это, конечно, величайший поэт, не просто классик, но и наш современник. Это величайший мыслитель и философ. Это глубочайший историк. Литературный язык Пушкина до сих пор является основой нашей современного, настоящего литературного языка. А потому Пушкин – наше все. Сколько произведений написано, вдохновленное Пушкиным, и литературных, и музыкальных. Сам Петр Ильич Чайковский писал и оперы, и романсы, да и многие другие композиторы. Поэтому я рад, что его наследие с нами, и что мы можем им гордиться и им вдохновляться. Любви, надежды и тихой славы недолго нежил нас обман. Исчезли юные забавы, как сон, как утренний туман. Кульминацией торжеств стало открытие памятника поэту в Нижнекамске. Монумент создан в стиле модерн и завораживает своими необычными формами. По задумке авторов, поэт будто стоит на вершине скалы и смотрит в небо. Развивающийся на ветру плащ символизирует неуемную энергию вдохновения. Это не статичная скульптура. Композиция имеет круговой обзор. На нее можно смотреть с разных сторон и каждый раз открывать для себя нового Пушкина. Это были новости Татарстана. Еще больше информации в нашей группе ВКонтакте и Телеграм-канале. Сейчас прогноз погоды с Динаром Бодрудиновым. До встречи!